Украина впервые празднует День коренных народов на государственном уровне. Коренным народам Украины причисляют крымских татар, гагаузов, крымчаков, караимов, крымских греков. Этот день существует для того, чтобы мир помнил о солидарности с народами, подвергшимся дискриминации, как крымские татары в условиях оккупации. МИД Украины опубликовала заявление по случаю Дня коренных народов мира. Подтверждая приверженность принципам уважения прав и основных свобод человека, отраженным в частности в Декларации ООН о правах коренных народов, Украина гарантирует сохранение и развитие этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности всех национальных меньшинств страны. Украина гарантирует защиту и реализацию права на самоопределение крымско-татарского народа в составе суверенного и независимого украинского государства и признает Меджлис крымско-татарского народа, исполнительный орган Курултая крымско-татарского народа, как полномочный орган крымско-татарского народа. Обращаемся к международному сообществу с призывом осудить действия оккупационных властей, приложить необходимые усилия для защиты крымских татар от дискриминации и преследований со стороны Российской Федерации и не допустить повторения геноцида крымско-татарского народа, который 70 лет назад уже пережил трагедию принудительной депортации. Россия лишила коренные народы Крыма права на сохранение культуры и защиту своих земель. Об этом заявил председатель Меджлиса Рифат Чубаров во время международной конференции «Коренные народы Украины. История, современность и перспективы». Он считает, что из-за желания жить свободно на родной земле жители оккупированного Крыма подвергаются репрессиям. Предстоїть прийняти відповідні закони і щодо статусу кримсько-татарського народу. Від майбутнього Криму залежить майбутнє і кримсько-татарського народу, і караїмів, і кримчаків. Десятки людей, які були викрадені, деяких з них ми знайшли вбитими, долю інших ми не знаємо. І це з боку окупаційної влади здійснюється саме проти представників корінних народів, зокрема кримських татар. Корінь цих народів в Криму, який, на жаль, сьогодні вже третій рік поспіль знаходиться під окупацією. Коли корінні народи, в тому числі кримськотатарський народ, який є найбільш чисельним серед тих корінних народів Криму, сьогодні переживає політику репресій по відношенню до себе, коли народ може опинитися так само, як і караїми і кримчаки, в червоній книзі народів, які можуть зникнути і втратити це різнобарв'я, яке відзначається всім світом як краса цього суспільства, цього світу. Россия показывает полное пренебрежение прав человека, как, например, мы видим в результате запрещения Меджлиса, как представительного института крымских татар. Украина реально может делать. Первое – это создать законодательные рамки и такой фундамент, скажем, вести себя в отношении своих коренных народов в освобожденном Крыму.